Yayınımızın devamı temaz ve bizim stüdyamızda musafirler bulunmakta. Programımızın başında icadi musafirlerimiz ve onların bakışları hakkında aytkan edik ve tamam şimdi endi bu dakikalar geldi. Evet, bizim stüdyamızda çalgıcılar, onların sohbet edeceğimiz, onların hayatı, ondan sonra icadi yolu hakkında soracağımız, ondan sonra elbette onlar sizge müzika bağışlayacaklar. Stüdyamızda çalgıcılar Rustem Bilalov, nefes aletler ustası ve İsmail Sadıkov, çalgıcı, akordeonist. Selam aleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz студиямызга. Как настроение? Хорошее, утреннее, бодрое. Это главное. Музыканты обычно просыпаются так рано. Ну, да, конечно, когда надо ехать за невестой. Если надо далеко за невестой ехать, то да. А после свадьбы обычно любим поспать. Обычно позже, да. Мы вот начали уже Новый год, да, много творческих планов во всех направлениях, да, не только в музыке, но и в песне, в литературе и во всех сферах жизнедеятельности. Хотелось бы узнать, какие у вас творческие планы на предстоящий год? Да. Расскажи чуть-чуть. Ну, творческие планы записать какое-то новое, музыкальное произведение, да. Что-то, ну, как обычно сейчас наши все музыканты делают, крымско-татарские, записывают, ну, ансамбли наши крымско-татарские записывают что-то новое. Ну, как у всех. Что-то новое Да. записать для народа, чтобы слушали, чтобы... А уже есть что-то записанное, что-то, то, что уже полюбился народу, именно в вашем исполнении? Мы раньше играли в ансамбле Демирджины. Демирджин. Да, мы играли, Да, вот там записывали. Вот с нами Эрнес Ага играл, потом Мемет Ага на гитаре, Эрнес Ага на трубе, и Дэм Ибрагимов, он сейчас тоже на в клавишах. Медане Он сейчас играет. в Медане, да. На клавишах. Вот записывали с ними несколько аудиозаписей. Ну, а сейчас я в Салгыр бенде играю, Исмаил в Дестане играет. Столько много Сейчас коллективов, немножко, да, столько много сейчас ансамблей, то есть коллективов есть много. что выбрать. Есть где Машаллах. разгуляться. А каким выдался прошлый год для вас? Потому что все мы привыкли говорить о том, каким он был сложным, но тем не менее в процессе беседы уже замечаем, что в жизни каждого человека, да, все-таки были такие яркие события, хорошие события, которые врезались в память именно с 2020 годом. Каким он был для вас, Рустембей? Ну, для меня он был, как сказать, хорошим. Но не учитывая все болезни, мы работаем в школе и в университете подрабатываем, и в училище, как бы, ну, везде по совместительству. И в этом году я устроился в училище, куда я давно мечтал как бы попасть, создать коллектив биг-бенд джазовый. Вот Сметалс Олда, как сказать, да, получилось собрать. Будем заниматься, что-нибудь делать, творить. Исмаилбей, у вас как? Ну, у меня, как сказать, по-среднему, можно сказать, потому что мы не можем сказать, что все прям было хорошо, потому что это тяжелый год, Конечно. как бы был, у кого-то близкий, У кого-то трагедия в семье. да, у кого-то, поэтому нормально все. Как давно увлекаетесь музыкой, Рустембей? Почему выбрали именно направление духовые инструменты? Ну, вообще, меня в музыкальную школу еще родители отдали. Я не знаю, почему именно на кларнет. Но в семье были уже В музыканты. семье, да, у меня и бабашка музыкант, и Анашка, ну, еще с Узбекистана. С Узбекистана. А здесь вот брат пошел сначала, потом я загорелся чуть-чуть, и меня родители тоже отдали. И вот так вот пошло как-то, да, потом в училище, и дальше. На каких инструментах еще умеете играть, кроме как кларнет? Обычно это кларнет, всегда саксофон, кларнетист Да, умеет кларнет, играть на саксофон, саксофоне. да, ну, там разные саксофоны, как бы. А так, ну, у нас общее фано есть, везде как бы проходится пианино, и так особо. А пробовали играть на духовых национальных инструментах? Кавал. На хавале пробовал, Зурна. да, на зурне пробовал, ну, там немножечко по-другому. Там специфика немножко у нас совсем разная. И поэтому, да, там немножко надо позаниматься, чтобы научиться. Исмаилбей, как сложился ваш творческий путь? С чего все началось? Сколько лет уже играете? Ну, уже с 2002 года, как пошел в музыкальную школу, так и играю. Ну, 20 лет. Нет, почему 20 лет? 19 лет. Почти 20, да. Да.
Почти 20. Ну, у меня в семье все музыканты, начиная с прапрадеда. Машалла. Они еще здесь в Крыму играли. Прадедушка тоже. Они как раз кларнетисты. Вот. Отец на трубе, мама на пианино, брат тоже у меня трубач, он играет. Садыгов Ридван играет в Перевальном военном оркестре и работает. Ну, аккордеон почему выбрал? Потому что, ну, брат на трубе, и я решил что-то... Чтобы не повторяться. Да, что-то другое выбрать. Аккомпанировать. То есть музыка передается из поколения в поколение в вашей семье. Ну, может Уже быть. с детства слышали все эти крымско-татарские мотивы. Ну да, можно сказать. Слышали, потому что, ну, дедушка, прадедушка, они там, в Узбекистане остались, а здесь только бабашка, ну, и вот анашка музыканты. А когда все переезжали, как бы это сложное время для нас было, поэтому Было не уже и, ну, что-то отец играл постоянно вечером на трубе, а так пришлось самому все добиваться. Вот мы знаем, что с декабря по январь в республике были отменены массовые мероприятия, и, значит, вот не было возможности, да, так реализовать себя вот именно в музыке, в плане того, что не было мероприятий, где можно было играть. Что делали в это время? Было ли время отдохнуть, или все-таки, несмотря ни на что, вы там дома проводили какие-то репетиции, играли? И нужно ли вообще репетировать? Потому что я слышал, что музыканты, если там, один раз не поиграет на инструменте, это слышит он. Если он уже 2 раза не поиграет на инструменте, это уже слышно для всех остальных людей. Часто ли репетировали? Да, безусловно, нужно репетировать. Часто репетировали, собирались, играли. Записывали что-то для себя, так, что-то новое смотрели, учили. Без репетиции нельзя. Вы правильно сказали. Если один раз не поиграешь, это сам слышишь, а если 2 раза, уже другие уже заметно более. Поэтому надо Нельзя каждый этого день, допустить. да, заниматься. Какие направления больше всего вам нравятся в музыке, кроме как крымско-татарских народных песен? Это джаз, может? Ну, я в основном больше джазом увлекаюсь, потому что как бы в училище у меня вот, ну, связано все биг-бенд с духовой джазовой музыкой. Мгм. Кого из крымско-татарских композиторов вот, вы считаете прям, как сказать, вершиной нашего искусства? Есть ли такие? Ну, Ильяс Бахшиш, Усейн Бекиров сейчас из молодых. Он в Киеве, который живет. Эльвира Эмир. Эльвира Эмир, да. Насколько сложна профессия музыканта? Потому что музыкант — это человек, которого мы видим всегда в хорошем настроении, всегда веселым, всегда улыбающимся. Но, тем не менее, в жизни каждого человека бывают какие-то переживания, да, которые музыкант, как правило, не должен показывать зрителям. Вот. Как для вас? Вот сложно ли давалась изначально эта профессия? Потому что сегодня, да, вы уже профессионалы своего дела, но, тем не менее, вот на становлении творческого пути, на становлении вас как музыкантов. Ну да, было нелегко, когда занималась, когда что-то не получается, ты уже просто думаешь, не получится, хочешь бросить, но потом тебе говорят, друзья, давай еще раз, и ты как бы занимаешься, все тяжело получается. Но если заниматься, то можно все трудности преодолеть, как бы. Да. На всех инструментах, я Да. считаю, да, невозможного не бывает. Исмаил Бей, вы кроме как аккордеон еще пробовали играть на других инструментах? На фортепиано я играю. Обычно все, кто играет на аккордеоне, могут еще и играть на фортепиано, синтезаторе. Да, одно и то же. Что приготовили нам и нашим телезрителям сегодня? Ну, крымско-татарскую народную песню «Эрдельде битмес». Не песню, музыку, да? Эр тилде «Эрдельде битмес». битмес. Очень интересно. Келіңіз ойласа діңлейік. Сайғыл достар, мақсусы зычын енді біздің музыка ұсталарымыздан бөле музыкалы идея шымды яңғырачақ. Келіңіз діңлейік. Бұйырыңыз.
Чок сағылыңыз. Чок сағылыңыз келгеніңіз үшін бүгін мы вам желаем творческих успехов, и пусть все запланированное совершится в 2021 году. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Ну, главное, прежде всего, хочется пожелать здоровья, а остальное все придет. Сағылыңыз. Рустамбей. Самое главное, да, здоровье, чтобы не забывали нашу музыку, слушали, смотрели и развивались немножечко. Çok sağ olun, тоже поддерживаю. Saygılı dostlar, bizim milli muzikamızı dinleyiniz. Görüyorsunuz ne kadar acayip, ne kadar dülber avalarımız var ve en esası ondan mühimi bu avalarını çalıp olgan çalgıcılarımız var. Misafirlerimizge çok sağ olunuz dep aytamiz ve suhbatimiz sonuna keldi. Şimdi kısa teneffüs yapamiz, ondan so'ng keyinda bu studiyamızda görüşeceğiz.